Расчет внутреннего перемещения штатов сделать. Если не комитет, то отдел направления. Программы сделать. Работу оперативного штаба и развитие спорта в Ингушетии обсудили на расширенном совещании с участием главы региона. Под высоким напряжением оказался школьник Ибрагим Ахильгов. Опасное любопытство и бесхозный трансформатор. Роковой тандем. Мероприятие открыто для всех желающих. Жителям и гостям субъекта покажут авиационную технику. Взгляды в небо. Завтра в Ингушетии пройдет первый фестиваль легкомоторной авиации. Ждут всех желающих. Этот год отличается от предыдущих годов тем, что в этом году все учителя молодые. Учитель года Ингушетии 2016. 6 этапов конкурса уже позади. Сегодня острые беседы за круглым столом кого-то приблизили к победе. Имя девушки, братец которой превратился... Эти детки отдыхают с умом. В 5-й школе сегодня прошла интеллектуальная игра «Умницы и умники». Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня в Москве в рамках культурно-благотворительной акции «Шатер Рамадана» проходит вечер ингушской культуры. На вечере присутствуют официальные гости, глава Республики Ингушетия, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители Духовного управления мусульман Москвы и Совета муфтиев России, деятели культуры и искусства, именитые врачи, известные ученые столицы. Для гостей мемориальной мечети на Поклонной горе организован праздничный ужин ифтар с блюдами национальной ингушской кухни. Ну и, конечно, насыщенная культурная программа, чтение сур священного Корана, медиаролики, викторина Республики Ингушетия и выступление детского национального ансамбля танца. Ну и бесспорно, самое главное, кому надо сказать спасибо, это те, кто сюда пришел. У кого сегодня есть пост, кто пришел на разговение, кто попробует сегодня пищу, которую здесь дадут, кто получит удовольствие. Всех с праздником сегодняшним. А сегодня это есть праздник. Почему? Потому что мы собрались за одним столом. Люди разной национальности, разной веры в том числе. Не только за столом, где персоны сидят, но и приходят сюда православные, чтобы покушать. Это большой плюс. Даже мусульмане, мы ходим на православные праздники, тоже садимся за общий стол. Это та история нашей великой страны, нашей России. Мы ее должны все вместе беречь. Сегодня 10-й день месяца Рамадана. О пользе благих дел в этот священный период и о том, с какими помыслами необходимо воздерживаться от приема пищи, расскажет, а точнее напомнит Руслан Албогачиев. Еще перед утренним азаном у мусульман начинается пост. Теперь до самого заката им нельзя есть, пить, не гневаться. Нужно вести себя как никогда терпеливо и в отношении других людей. Если человек держит уразу, если он считается мусульманином, то он должен быть честным, более-менее чистым человеком. Я имею в виду и духовно, и нравственно, и во всех отношениях, человеческих отношениях. Понимаешь? Мусульманин должен быть примерным человеком вообще. В священный месяц Рамадан верующие, можно сказать, проверяют себя на прочность. Под строгий контроль попадают и дела, и даже мысли человека. Пост укрепляет веру, а главное – это намерение – соблюдать его ради Всевышнего Аллаха. Сложно физически человек вообще без еды, без питья, без того, чтобы без всякой потребности. Но все равно, когда ты держишь пост во имя Аллаха, становится легко. В душе, в сердце, понимаешь? И от того вот все это происходит, вот, легко становится поститься. Согласно хадисам пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, во время поста Аллах увеличивает значимость любого благого поступка в 700 раз, а шайтан в это время закован в цепи и не способен помешать человеку творить добро. Поэтому в Рамадан нужно совершать как можно больше благих дел. Больше зикр читать, то есть поминать Аллаха больше.
ходить на таравих, выстаивать ночные молитвы. Мы знаем, что в этот месяц Рамадан мы можем попасть в Лейлатуль Кадр. Тот, кто попадет в Лейлатуль Кадр, Аллах Всевышний в Коране сказал: Лейлатуль Кадр хейру мин альфи шахр. Ночь предопределения лучше, чем 1000 месяцев. Поэтому пользоваться тем случаем, что нам Аллах дал. И вот пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, единственный случай, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, просил, чтобы Аллах удлинил ему жизнь, то есть дотянул до следующего Рамадана. Он говорил: Аллахума баллиг на Рамадан, о Аллах, доведи нас до Рамадана. Автотрасса «Кавказ». Люди спешат с работы домой. Кто-то транзитом через Ингушетию едет в другой регион. Как только наступает вечерний намаз, водители останавливаются для совершения молитвы в маленькой мечети, что находится в Гамурзиево. А тут уже накрыт столик для разговения, и каждый желающий может поесть. Утром зайти можно намаз сделать, и вечерний намаз, если даже мечеть бывает поздно закрыта, охранник в любое время откроет, и без проблем может человек помолиться. А сейчас, вы видите, у нас стол накрыт в месяц Рамадан, альхамдулиллах. Хвала Аллаху, что есть такие люди, и хотелось бы, чтобы у нас в Ингушетии был мир, спокойствие, чтобы все мы понимали друг друга, что мы должны все, в конце концов, в эту жизнь прожить достойно, как мусульмане. Я вчера вылетел в Москву на процесс, сегодня лечу обратно. Вот, в Владикавказе взял машину и еду. Вот сейчас как раз по пути мне время ифтара. Нужно, соответственно, ифтар и помолиться. Вот. Ради Аллаха большое спасибо сказать тому, кто придумал вот такие мероприятия, проводить коллективный ифтар. Это один Аллах может только это оценить. С работы еду, с Липцовска я живу, сам из Назрани работаю. Увидел место вот для ифтара, мечеть здесь красиво построили. Вот, решил заехать, намаз сделать, ифтар. Это же такие условия нам создали. Хочу всех поблагодарить, вот, кто этот мечеть построил, кто это нам все сделал. Каждый вечер, вот уже в 9-й раз подряд, после начала месяца Рамадан, в здании аптеки Дарб в Назрани к вечерней молитве накрывают столы для совершения ифтара. Это и есть то самое благое дело, которое может совершить верующий. Пост – один из 5 обязательных столпов ислама, и если кто-либо не смог в силу различных причин соблюсти пост, он должен восполнить его в какой-либо другой месяц, но обязательно до наступления следующего Рамадана. Всевышний сказал: каждое деяние сыновей Адама – это для них самих, за исключением поста. Пост для меня, и только я смогу дать за него награду. Руслан Албогачиев, Рахман Цуров, Новости 24. О пропаганде спорта среди жителей Ингушетии сегодня говорили на еженедельном расширенном совещании под председательством Юнусбека Евкурова. Здесь же обсудили работу оперативного штаба при правительстве республики. Подробности у Муслима Ганиева. Развитию спорта в Ингушетии, как и социальному блоку руководства республики, особое отношение. Только за последние несколько лет в регионе построено с десяток ФОКов, зал тяжелой атлетики, теннисный корт, первый в республике крытый каток, а также близится к завершению строительства дворца спорта. Ежегодно увеличивается количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. На конец 2015 года этот показатель составил 61 920 человек. По сравнению с 2014 годом количество сетевых занимающихся спортом увеличилось на 14 907 человек. Вместе с тем количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом в республике, составляет лишь 14,4% от общего числа населения. Несмотря на большую работу по созданию в республике спортивной инфраструктуры, работа по развитию физической культуры и спорта в муниципальных образованиях ведется слабо. Есть несколько сельских поселений, где вообще нет объектов спорта. Таких населенных пунктов, как Алхасты, Сагапши, Средние и Нижние Чулки, Новый Редан, Газир и другие населенные пункты нет каких-либо спортивных сооружений. И поэтому одним из приоритетных направлений развития физической культуры и массового спорта в Республике Ингушетия является создание физкультурно-спортивных учреждений в муниципальном образовании и сельских поселениях. Юнусбек Евкуров подверг критике работу глав некоторых муниципальных образований, которые слишком пассивно отнеслись к развитию спорта у себя в селах и городах. За счет внутреннего перемещения штатов сделать, если не комитет, то отдел направления, программы сделать. Ведь опять там же было сказано, почему никто из вас не взял на контроль?
Почему до этого доклада ни правительство, ни вице-премьер, никто об этом не доложил здесь, на совещании? Товарищи главы, встряхнитесь, посмотрите. Я недоволен этой работой, конечно. Очень плохо. У нас в 2008 году, если мне память по статистике не изменяет, там людей, занимающихся физической культурой и спортом, было 3,2% всего. 3,2, да? Всего было 3,2%. Всего. Сегодня это, 14, почти 15%. Но было бы на порядок больше, если бы вы работали. Узбек Евкуров при этом отметил ряд предложений, когда можно без каких-либо больших затрат увеличить количество занимающихся спортом в селах и городах. В школах после учебного времени спортзал открывается, спортзал с другой стороны через школу, а с отдельного входа заходят те, кто хотят секционно заниматься. Опять же, с учетом отсутствия, тем более, если там в этом селе нет фоков. Опять же, для людей в возрасте, которые хотят просто прийти вечерами поиграть, там, волейбол, баскетбол или просто футбол поиграть. На совещании в правительстве также говорили о работе оперативного штаба по вопросам электрогазоводоснабжения в период священного месяца Рамадан. Так, в период с 8 по 13 июня в штаб поступило всего 50 обращений граждан о перебое в обеспечении коммунальных услуг. По всем обращениям приняты соответствующие меры. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Юсуп Ханиев. Новости 24. Урок физкультуры для ученика 4-й школы Ибрагима Ахильгова обернулся больничной койкой. Во время занятий на школьном дворе парень решил обследовать еще раз прилегающую территорию. Пробрался к трансформатору и заработал удар током. Его с сильными ожогами доставили в республиканскую клиническую больницу. Об этом случае стало известно совершенно случайно. Остается открытым вопрос о том, кто должен следить за техническим состоянием и изоляцией подобного оборудования и на кого возлагать ответственность за безопасность детей, пока они находятся в школе. Репортаж Мадины Пугоевой. Это случилось за несколько дней до летних каникул. Во время урока физкультуры учащихся 4-й школы выпустили поиграть во двор учебного заведения. В этот момент из поля зрения преподавателя пропали 14-летний Ибрагим Ахильгов и его друзья. Ребята нашли более интересное занятие, которое впоследствии обернулось несчастным случаем. Один из них буквально залез на трансформатор. Проемся, хасотте Аллах, тархива эшк хасотте. Дачуан трансформатор был, трансформатор сахат оттужа, дат салсот сюда уже. Пострадавшего в результате удара током мальчика сразу же доставили в приемное отделение клинической больницы. Последствиями электротравмы стали частичные термические ожоги верхних и нижних конечностей. За 3 недели, которые мальчик провел в отделении детской травматологии, Ибрагиму уже успели провести 3 операции. 2 это не по поводу некректомии, то есть удаления мертвых тканей. И последнее это аутодермопластика, то есть использование кожаных трансплантантов его же на место закрытие участков, которые повреждены, а также фасциальная аутодермопластика. Место входа – это ноги, они прошли полностью по всем артериям, венам, нервам, мышцам и вышли в руках, выход был в руках. То есть практически все органы были задеты. Чтобы узнать подробности случившегося, наша съемочная группа направилась на Зрановскую среднюю школу номер 4, где обучается Ибрагим Ахильгов. Комментировать произошедшее руководство и преподаватели школы наотрез отказались. Записать интервью у знакомых и друзей Ибрагима тоже не получилось. 39 лет этот трансформатор стоит, а хан тебе оно Айхан, ярму до берешь, да, соберешь. Вас кто-то туда послал, и вот вы сейчас выступаете целенаправленно. Потому что с ними вопрос закрыт был уже давно. В процессе съемок мы выяснили, что этот трансформатор не находится на балансе 4-й школы и местной администрации, а значит, фактически за его техническое обслуживание они не отвечают. МРСК Северного Кавказа, в свою очередь, тоже отрицает причастность к случившемуся. Данный трансформатор не состоит на балансе компании МРСК Северного Кавказа. Несмотря на это, мы обслуживаем все трансформаторы и все линии, даже те, которые не относятся к компании МРСК Северного Кавказа. На данном трансформаторе были соблюдены все меры безопасности, то есть здесь висели таблички, висели замки, двери были закрыты.
Однако учащиеся этой же школы по секрету рассказали нам, что входная решетка трансформатора практически всегда была открыта. Поэтому и доступ в это небольшое помещение имели все местные ребята. Трансформатор находится на территории бывшей первой школы, которую с 4-й связывает лишь пустой двор. Однако это, уверены местные жители, не освобождает преподавателей от ответственности за своих учащихся. Да и следить за техническим состоянием трансформатора, по их мнению, должны были в первую очередь электрики и администрация школы. Должно быть проверять каждый там какой-то квартал один раз, декаду один раз. Проверять надо. Дети, мы же знаем, какие у нас дети. Ваши, наши. Это же наши дети, они же как балуются. Естественно, я считаю, что вина их, они виноваты в том, что они не проверяли и не проверяли закрытые, открытые. Вся вина лежит, я думаю, что кто обслуживает этот трансформатор. Сейчас мальчик уже чувствует себя лучше. Его состояние сейчас врачи оценивают как относительно удовлетворительное. Правда, его все же беспокоит периодические боли в ноге. Раньше нога болела, а сейчас, если очень болит, обезболивающий колют, а так не болит. О том, что подходить близко к высоковольтным линиям нельзя ни в коем случае, Ибрагим Ахильгов отныне запомнит навсегда. Остается только надеяться, что этот случай станет примером для всех остальных учащихся, а ответственные службы будут уделять максимум внимания технике безопасности и ограждению трансформаторов, находящихся в доступном для детей месте. Мадина Пугоева, Сурхо Кусиев и Майрбек Миржоев. Новости 24. Первый этап реконструкции улицы имени Асия Тутаевой в Назране нужно завершить к началу июля. Эту задачу поставил Юнусбек Евкуров перед республиканскими дорожными службами. В 2016 году Ингушавтодор ведет работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог общей протяженностью почти 100 километров, 3 водопропускных сооружений, а также текущему содержанию и ремонту всех дорог, состоящих на балансе предприятия. Общий объем финансирования составляет около 800 миллионов рублей. Это реконструкция автомобильной дороги Назран-Малгобек, Нижний Курб-Терек. Это реконструкция автомобильной дороги Назран-Малгобек, Нижний Курб-Терек, 9-22 километр. Общая протяженность дороги 13 километров. Реконструкция автомобильной дороги трасса Кавказ-Невск-Алкун-Таргимчми. Это 33 километр. Это у нас мост, протяженность 40 погонного метра. И дорога к нему подходящая, 550 метров. Реконструкция автодороги по селения Аршты. Это дороги Невск-Чемурга. Это вторая очередь. Общая протяженность дороги 4,6 километров. Сроки строительства 16 год. Лимит на 16 год 41,8 миллиона рублей. Подрядная организация ООО «Русстрой». Объект завершен. Реконструкция автомобильной дороги трасса Кавказ-Нефтьевская, Алкун-Таргимчми. 30-33 километр. Общая протяженность дороги 3 километра. По итогам совещания глава республики отметил необходимость постоянного мониторинга цен и контроля качества выполняемых работ. Особое внимание, по мнению руководителей региона, надо уделять объектам, строительства которых близится к завершению. Да, улица. Там 4 километра? Да, там 3,2. Когда мы завершаем работу? Мы завершим работу по укладке первого слоя асфальта, мы начнем в субботу ложить. За 3 дня, сейчас пока погода есть, мы там уже где-то полкилометра покатали и бордюр поставили. Начинаем в 3 утра, завершаем... Вы завершите эту работу до конца июня. Июня? Да. До конца июня у нас физически не получится. Я вам сказал, что... Мы решили до 2 июня завершить там бордюр и слой асфальта. Ну, слой асфальта, я сказал. Один слой. Это завершить. Да. Это я про это говорю. Да. Один слой с желтой разметкой, как я говорю, чтобы марка штанага удобно было. Это все сделано. Да. А остальное завершить до 15 июля где-то. Ну а в Назране завершается строительство нового здания для педагогов и учащихся 11-й школы. Работы ведутся с опережением графика и, скорее всего, уже к сентябрю здесь отметят новоселье. Кстати, только в этом году в Ингушетии откроют более 2 десятков новых общеобразовательных учреждений. А в целом на возведение школ на Кавказе власти страны выделяют 2 миллиарда рублей. Марина Халухаева продолжит тему.
Несколько десятков рабочих на этой стройплощадке трудятся в ускоренном режиме, чтобы успеть закончить до начала учебного года. Скоро этот пока еще строящийся объект преобразится в удобную, оборудованную по последнему слову техники школу, рассчитанную на более 300 ученических мест. Работа идет по графику. У нас начало строительства было декабрь 2015 год, а по контракту у нас декабрь 2016 год окончание работы. И мы стараемся к сентябрю, чтобы дети в школу пошли. В здании планируется создать все условия для организации полноценного учебного процесса. Большой актовый зал, просторные кабинеты для занятий, светлые коридоры, спортзал, лифт и даже музей. Майя Мальсагова трудится, не покладая рук, над последними штрихами своей работы. Вот этот полный третий этаж находится у меня вот с девочками с моими. Материал есть, обед у нас нормальный, авансы платят, мы не жалуемся. Но обещали, как закончим работу, что будут полностью оплачивать там зарплаты. Но больше всех завершения стройки ждут ученики и педагоги 11-й школы. Ведь новое здание строится для них. Прежнее порядком обветшало и давно дожидается сноса, а условия для работы в нем стали практически невозможными из-за отсутствия необходимых коммуникаций. Кроме того, одно здание совмещает и школу, и детский сад, а сейчас еще и летний лагерь. Руководство учебного заведения не скрывает, что этот переезд для них станет настоящим спасением. Мы работали вот в этом приспособленном помещении. Действительно, не было никаких условий. Работали мы 2 смены. 2-я смена у нас заканчивалась в 6:30. Были сложности, не было своего оснащенного спортивного зала, актового зала. Поэтому возлагаем огромные надежды на эту новую школу и с огромной радостью переходим 1 сентября, открываем двери для наших учащихся. По плану строительство должно завершиться в конце этого года, но рабочие опережают сроки, и, возможно, уже в это 1 сентября ученики и преподаватели 11-й школы встретят в новом здании. Марина Халухаева, Рамзан Зурабов, Новости 24. В правительстве обсудили подготовку к выборам депутатов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации и Народное собрание Ингушетии 18 сентября этого года. Как сообщил председатель избиркома Муса Евлоев, избиратели Ингушетии на выборах депутатов Госдумы будут голосовать как за политические партии по единому общероссийскому избирательному округу, так и за конкретных кандидатов по Ингушскому одномандатному избирательному округу номер 13. От республики будет избираться 1 депутат. Выборы же депутатов Народного собрания пройдут по пропорциональной системе. Всего 32 завещаемых мандатов. В республике сформировано 8 территориальных и 135 участковых избирательных комиссий. Общая численность избирателей – 214 600 человек. В республике есть необходимое технологическое оборудование для обеспечения работы избирательных комиссий, соответствующее требованиям, установленным ЦИК России. Теперь русло рек и водоемов будет проверять специально созданная по поручению Юнусбека Евкурова рабочая группа. В нее входят сотрудники Комитета по экологии, депутаты райсовета и глава администрации. В первый такой санитарный рейд вышли в селении Сурхахи. Тамерлан Хамхоев из прибрежной зоны. Разбросанные бутылки, бытовой мусор, поваленные деревья и забитое русло когда-то живописной реки Сурхахимки. По словам Руслана Нальгиева, который переехал на эту улицу совсем недавно, авторы этой неприятной картины не кто-нибудь издалека, а сами жители близлежащих домов. Конечно, этот мусор не с потолка. Это все жители, которые близлежащие этого оврага. Есть такой мусор, который можно сжечь в крайнем случае. Но, тем не менее, есть такие люди, которые, наверное, у них лень, чтобы отвезти этот мусор и как бы проще выкинуть этот пакет во враг. Отходы, которые жители большими кучами сваливают в реку в одном месте, из-за поднятия уровня воды после проливных дождей разносят по всей длине реки. По распоряжению главы республики Комитет по экологии и природным ресурсам создал рабочую группу, которая будет заниматься решением этой проблемы. Сотрудники Комитета по экологии вместе с депутатами райсовета и главами администрации обследуют русло рек и водоемов. Это работа не одного дня, не одного месяца даже. Мы намерены не просто выявлять там как-то поверхностно эти нарушения, а в процессе обследования, чтобы на месте эти нарушения устранялись, и каждый по своей компетенции принимал меры, в том числе по отношению и к жителям, и к администрациям, которые не осуществляют свои полномочия. В Комитете экологии считают, возникновение таких свалок – результат недостаточно эффективной работы администрации и депутатов райсовета. Выбрасывают, конечно, жители, но упущение, в первую очередь, это глав местных администраций, которые не осуществляют на постоянной основе работы.
в том числе и воспитательскую работу, не объясняют людям, что, как и что в этой сфере. И в том числе и депутаты должны в ежедневном, ежемесячном формате все это проводить, обследовать, выявлять эти нарушения. Однако, по словам депутатов и сотрудников администрации, профилактическая работа с населением ведется. На каждом сельском собрании и на пятничной молитве в мечети жителям объясняют, к каким последствиям может привести загрязнение реки, что об этом злодеянии говорит религия. Каждый пятничный день имамы, вот именно наш имам Сурхахи, каждый пятничный день приводит аяты из Корана, хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям, но почему-то них это не доходит, я не знаю почему, но как вы видите, вот, все говорят, что не бросил, но факт, что видно все, мусор лежит. Очистить русло этой реки работа не из легких, но даже если ее провести там, где жители продолжат сорить, чисто не станет. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. Авиашоу, которое пройдет в Ингушетии завтра, обещает быть незабываемым. Уже сегодня из многих регионов страны прибыли любители спортивной легкомоторной авиации. Все это действие начнется в 11 часов. Всех желающих ждут завтра на автовокзале возле аэропорта. В специальных автобусах зрителей будут доставлять на площадку, где и пройдет мероприятие. Магомед Асканов обо всем подробно. В аэропорту имени Сулымбека Асканова высадился целый десант легкомоторного транспорта. На первый взгляд даже и не скажут, что эти самолеты могут преодолеть расстояние в 1000 километров, а то и больше. Но именно им предстоит украсить авиашоу в небе над Ингушетией. Первый фестиваль легкомоторной авиации пройдет здесь, на территории аэропорта Магаз, уже завтра. Мероприятие открыто для всех желающих. Жителям и гостям субъекта покажут авиационную технику. Запланированы обсуждения перспектив развития легкомоторной авиации в республике. Здесь же пройдут показательные полеты с выполнением фигур пилотажа. Евгений не успел приземлиться, а уже смотрит за своим железным, как он ее называет, другом. Этот легкомоторный самолет, по словам Евгения, покажет настоящее зрелище. Публика будет в восторге. Мы периодически участвуем в разного рода фестивалях, слетах. Вот скоро будет, через 2 недели, в конце месяца будет в Уфе слет, туда полетим. Вот на ЮЦ были, сейчас вот к вам прилетели. Ну, это очень хороший способ пообщаться с другими пилотами по всей стране. Этот румынский 4-местный учебно-тренировочный самолет второй серии 1974 года выпуска, несмотря на свой возраст, еще ни разу не подводил. Ребята на нем прилетели сначала из Москвы в Пятигорск, а оттуда в Ингушетию. Главные элементы легкомоторного самолета – это система бортового оборудования, силовая установка, крыло, оперение, фюзеляж, ну и шасси. К примеру, масса такого самолета составляет чуть больше тонны. Наряду с иностранными моделями самолетов стоит и наш прославленный кукурузник. Он тоже примет участие в завтрашнем шоу. Прилетел из Ставрополя, преодолев сотни километров, такой же кукурузник. Вместе с этими ребятами на борту и блогеры их региона. Перелет, по их словам, у них получился штатным. Я вижу замечательный аэропорт, просто новые бетонки, новая полоса. Я считаю, что аэропорт великолепный. Сегодня всю команду пилотов и их пассажиров поселят в доме отдыха, расположенном в живописном селении Мужичи, а завтра они снова поднимутся на небо. Сбором и организацией команд пилотов занималась компания «Небосвод Авиа», которая заранее вела переговоры с пилотами из разных городов. На приглашение наших авиаторов откликнулись многие регионы. Развитие легкомоторной авиации, она влечет за собой развитие всей авиации. Соответственно, нам нужно развивать и малую, и гражданскую, и военную авиацию. И самое главное, это развивать и прививать интерес молодежи. Всех желающих посмотреть авиашоу ждут 16 июня в автовокзале, расположенном возле аэропорта. В специальных автобусах зрителей будут доставлять на площадку, где и пройдет мероприятие. Оно начнется в 11 и завершится в 16 часов. Магомед Асканов, Ильяс Дасхоев. Новости 24. В Назране пройдет первая в республике народная приемная газеты «Аргументы и факты. Северный Кавказ». Это новый формат работы АИ в Северный Кавказ со своими читателями. Жители республики смогут задать интересующий их вопрос чиновникам разных профилей, а также рассказать о наболевшем в сфере ЖКХ журналистам еженедельной газеты. По итогам этой встречи выйдет печатный материал, с которым можно будет ознакомиться чуть позже. Встреча состоится в пятницу, 17 июня с 10 утра до полудня на главпочтамте по адресу город Назрань, улица Московская, 20.
Изложение своей точки зрения и содержательные ответы на поставленные вопросы. Такое последнее испытание предстояло пройти участникам конкурса «Учитель года-2016». За звание лучшего педагога республики боролись 7 претендентов. Подробности в репортаже Хади Добриевой. К этому дню они готовились не один день и даже месяц, демонстрируя свои методы обучения, удивляя жюри нестандартным подходом к своему предмету и внимательностью к детям на классных часах. Молодой учитель биологии Зухра Индиева в педагогике всего 6 лет, а на этом конкурсе и вовсе впервые. И тем не менее, Зухра сегодня в числе 7 финалисток, претенденток на право называться учителем с большой буквы. Хотя на конкурсе, признается она, самое главное все-таки не это. Самое важное, я так думаю, в нашей профессии – это совершенствовать себя, обмен педагогическим опытом. Соответственно, с этой целью я и пришла на этот конкурс для того, чтобы обогатить свои знания и пообщаться с наиболее опытными коллегами. Первые 6 этапов регионального конкурса позади. От звания «Учитель года Ингушетии-2016» каждого из них отделяет последний шаг и последнее испытание. Сегодня это круглый стол, на котором образовательные политики в беседе с председателем большого жюри Миланой Хасиевой ведут живой диалог, отвечая на вопрос, готов ли учитель учить и учиться, что представляют собой новые гособразовательные стандарты и как можно построить цепочку учитель-ученик-родители. У каждого конкурсанта своя точка зрения и свой педагогический взгляд. Содержательный ориентир, как стать учителем с большой буквы, дает и руководитель регионального Минобра. И сегодня мы отдаем предпочтение не только классно-урочной системе, это поиск инновационных взглядов, инновационных методик и учителя, и самого ребенка. К каждому слову конкурсанток внимательно прислушивается строгое жюри. Почти у каждого из судей за плечами богатый опыт и огромный багаж навыков настоящего учителя. Для признанного педагога и члена большого жюри Малики Гордановой этот конкурс юбилейный. Ровно 20 лет назад она, став победительницей республиканского этапа, представляла Ингушетию на всероссийском заключительном этапе конкурса. Учитель года – это человек, который любит детей. Ведь учиться можно и дистанционно, а можно заочно. Но если ребенок приходит в школу и перед ним стоит живой настоящий учитель, то это разговор души с душой. Выбрать лучшего будет непросто, у каждого свой подход, но всех их объединяет профессионализм, любовь к своему делу и умение заинтересовать. И это несмотря на то, что большим учительским стажем похвастаться из них никто не может. Этот год отличается от предыдущих годов тем, что в этом году все учителя молодые. Как мы говорим, молодые, дерзкие, рискнувшие на широкий суд общественности вынести свой профессиональный опыт, свое профессиональное мышление. Учителя дерзнули участвовать в нашем конкурсе. И могу сказать, что замечательный потенциал педагогов в нашей республике. Победителей конкурса объявят чуть позже. А приятным дополнением к званию «Учитель года» станут и солидные правительственные премии. Но главное – это шанс представить лицо ингушской педагогики уже на всероссийском конкурсе, заключительный этап которого пройдет этой осенью в Москве. Хади Добриева, Тимур Кархоев, Новости 24. Сегодня исполнилось бы 106 лет Идрису Муртузовичу Базоркину, советский ингушский писатель, поэт и драматург. Он посвятил свою жизнь литературе, но, будучи политическим деятелем, участвовал в становлении ингушского народа. Его книги читают и ставят по его произведениям спектакли в театрах. Его творчество входит в школьную программу. Подробнее Залина Магушкова. Кто пристально глядит, тот видит очень много. Кто слушает, с тем время говорит, писал Идрис Базоркин. Писатель, поэт, драматург и политический деятель, он сам являлся ярким примером этих строк. В селении, известном как Мочкоюр, начался тяжелый путь будущего ингушского классика. Еще в возрасте 14 лет он стал круглым сиротой. Не опустив руки, в том же возрасте поступает в ингушский педагогический техникум. Там же впервые стал пробовать себя в литературе. Прежде чем заняться литературной деятельностью, Идрис Базоркин занимался еще просветительской деятельностью. Вот его первая книга «Он и пионер», «Юный пионер», выпущенная в городе Владикавказе в 1932 году в издательстве «Сердало» для учащихся первого класса школ. И рисунки, кстати, делал сам Идрис Базоркин. Он не рисовал хорошо, но не был профессиональным художником, но рисовал хорошо. И рисунки делал сам, и тексты они вдвоем набирали. И вот таким образом это было начало его, так бы скажем, издательской деятельности, издательства.
Еще в молодости Идрис крепко связал себя с литературой. Как-то раз его преподаватель-лингвист Немировский предложил студенту стать его учеником и наследником, но Идрис отказался, так как целиком посвятить себя языкознанию и забыть о литературе для него было недопустимо. После учебы в техникуме он поступает на литературное отделение Северокавказского педагогического института. У него было такое любимое выражение: кто идет, тот далеко уходит. Его смыслом жизни было движение вперед. Не останавливаться на достигнутом, постоянно искать, постоянно находить. Вот это он прививал всю жизнь молодым писателям, ученым, будущим артистам. Все, кто сталкивался с Идрисом Базоркиным, отмечали его эту особенность. И сегодня говорят, вот он приближал к себе любого человека, если чувствовал, что этот человек занимается благим делом, хорошим делом. В 1935 году Идрис Базоркин увлекся сценой. Он проходит стажировку в Тбилисском театре имени Шота Руставели. А позже пишет первую в ингушской литературе многоактную пьесу «На заре». Сейчас произведение Идриса Базоркина ставится в театрах не только Ингушетии, но и всей России. Это был человек, который всю свою сущность, всю свою жизнь посвящал своему народу, который жил, мне кажется, он жил только вот мыслями о том, что бы сделать для своего народа, и так он и делал. Из тьмы веков самое яркое произведение Идриса Базоркина, как он сам писал, книга эта не энциклопедия жизни ингушского народа, она о становлении личности, о борьбе характеров в условиях значительных исторических событий, о людях, создававших эту историю. Этот роман, как и другие произведения ингушского классика, включены в школьную программу ингушского языка и литературы. Многие дети, я бы хотела сказать, хотели быть похожими на положительного героя романа Калоя. Ученик пишет в своем сочинении вот несколько предложений. Одно вот такое предложение. Вот с сегодняшнего дня, после чтения этого романа, сегодняшнего дня я уже совсем хочу стать другим уже человеком. Вот таким образом воспитывает роман «Из тьмы веков» Базоркина на учащихся. Идрис Базоркин говорил: «Мне пришлось быть участником или свидетелем многих событий нашей эпохи, беспокойной, трудной и романтической. Я должен всем этим поделиться с современниками и теми читателями, которые будут узнавать нас уже издалека». Так и случилось. Произведения Базоркина и поныне влекут своего читателя поближе познакомиться с местами, описанными писателем. Все началось с книги «Из тьмы веков» Базоркина, которую нам также знакомые дали почитать. После чего жена загорелась побывать там, как раз там описываются вот эти места. Писатель после многих испытаний и гонений с родной земли, вернувшись на родину, обрел покой. 31 мая 1993 года он скончался. Похоронен ингушский классик в родовом селении Игикал. Залина Магушкова, Тимур Карахоев, Новости 24. В 5-й школе Назрани сегодня прошла интеллектуальная игра «Умницы и умники». Здесь юные участники соревновались в знаниях мультгероев и их среды обитания. Мероприятие организовано в рамках акции «Спорт против наркотиков». В детском пришкольном лагере побывала Индира Манкиева. Эта игра увлекла ребят больше, чем футбол, волейбол или что-либо еще. Каждый отряд делится на 2 команды. Вот в этом мальчики играют против девочек. Причем умники не подумывают стать джентльменами и уступить умницам. Не в этот раз. В битве маленьких интеллектов воспитатель лагеря не успевает озвучить вопрос до конца, как воспитанники буквально засыпают его ответами, перекрикивая друг друга. Имя девушки, братец который превратился... А в этом отряде дела обстоят иначе. В кабинете царят тишина и спокойствие. Команда «Пингвины» и «Буратино» тоже соревнуются, но по-другому. Они молча записывают ответы на вопросы у себя в листочках. Воспитатель сделает проверку и выставит баллы. Следующий вопрос. У какого слона нет повода? Интеллектуальная игра «Умники и умницы» проходит в рамках акции «Спорт против наркотиков». Воспитатель летнего лагеря уверенный, через такие игры можно развить умственные способности и научить ребят быть дружными и сплоченными. С помощью этих игр мы хотим донести до них, что нужно быть сплоченными, дружными, активными во всем.
Кого украла снежная королева, какого размера ботинки носил дядя Степа? Вопросы к детям самые разные. Некоторые были трудные, а некоторые нет. Но самым трудным вопросом для нашей команды оказался, кого похитила снежная королева. Из-за того, что я смотрел все эти мультики, я знаю ответ. У нас команда была сплоченная, мы делали все, что могли, но проиграли. Вопрос для всей команды был размер ноги дяди Степы. В итоге узнали какой ответ? Да. 40-й размер. Победил здесь тот, кто уделяет мультикам больше времени. Через осознание таких простых истин ребята учатся достойно принимать поражение. Приятно с вами поиграть. Надеемся, что в следующей игре. Индира Манкиева, Асхаб Героев. Новости 24. Такой была среда. Следите за новостями на канале Ингушетия. Спасибо за внимание и берегите себя.